2500 заболевших ковидом в сутки. Такой прогноз дает Управление Роспотребнадзора по Коми, если в республике не будут вводиться никакие ограничения. Цифра была озвучена на оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. При этом, как было отмечено, такое количество больных медицинская служба региона не способна отработать. Это почти в 9 раз превышает объем максимальных пиков, которые мы переживали в предыдущие волны. Напомним, это примерно 400 человек ежесуточно. Для того, чтобы противодействовать и спрофилактировать вот такой рост заболеваний, заболевших за сутки, понятно, что омикрон чрезвычайно контагиозен и контагиозен просто кратно, может быть, даже на порядке, нежели предыдущие штаммы. Поэтому мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий, всех видов мероприятий. Это и всевозможные торжественные собрания, конференции, какие-то проведения заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее, в том числе и проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков. Вот с завтрашнего дня мы все вот эти мероприятия прекращаем, и даже если они будут проводиться, вот, допустим, спортивные мероприятия, то они будут проводиться без участия болельщиков и зрителей. И в том числе и если театральные постановки, то они могут проводить, то есть может состояться спектакль, но просмотр его может быть только в онлайн-режиме. На закрытый режим работы переходят все интернаты и детские дома. В одном из них уже выявили первые случаи заражения омикроном маленького ребенка. Он не покидал стены интерната, а значит, заразил его, судя по всему, кто-то из медперсонала. Безусловно, сегодня тоже в решениях штаба прописали дополнительные меры по привлечению персонала. Это практически полностью будет остановлен обучающий процесс в колледжах медицинских и на медицинском факультете университете, потому что все, кто так или иначе связан с медициной, даже студенты, будут приняты на работу в поликлинике, на подстанции скорой помощи с тем, чтобы принять на себя вот этот разгул омикрона. Внимание уделят и общественному транспорту. Дезинфекция будет проводиться чаще. Что до коечного фонда, всего в республике могут развернуть до 3000 мест в больницах и госпиталях. Пока коек 1243. И за последнюю неделю, несмотря на то, что растет количество заболевших, еще нет увеличения госпитализированных. Впрочем, это, как отмечают медики, ни о чем не говорит, потому что как только количество заболевших перерастет отметку в 400-500 человек, поднимется и количество тех, кому требуется помощь в стационаре.